Мраморная лестница, беговая дорожка на крыше спортзала и даже свой собственный медиацентр. В центре Минска завершилась реконструкция средней школы номер 4. Теперь здесь настоящий мини-город, где воедино сочетается творчество и высокий уровень образования. Свою историю школа начинает в 1906 году как частная мужская гимназия. В 1918 году гимназия преобразуется в полноправную среднюю 4-ю школу. И с 1936 года школа находится в этом здании. Его спроектировал архитектор Владимир Якушко в стиле конструктивизм с элементами классицизма. Здание школы имеет архитектурную ценность, поэтому реконструкция велась при научном сопровождении. На фасаде воссоздали аутентичные архитектурные элементы: карнизы, портики, капители колонн, пилястры. В годы Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено и восстановлено после 45-го. Добавили пристройку на холме, теперь здесь актовые спортивные залы, а также телецентр. В общей сложности в школе насчитывается 7 этажей. К открытию нашей школы после реконструкции было принято решение создать вот эту новую экспозицию «Мелодии великого подвига». Здесь мы рассказываем о том, какую роль играла музыка в годы Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами собираем экспонаты. Ноты, самое что интересное, ноты 46-го года, пластинки и патефон. В холлах школы проходят и музыкальные перерывы, а в здании есть даже старинный рояль. В музыкальной гостиной у нас проходит детская филармония школьника. Это концерты разных композиторов разных времен, которые исполняют, опять же, наши учащиеся школы. Учащиеся школы играют на 17 музыкальных инструментах. Мы рады приветствовать вас в белорусской хате. В экспозиции нашего музея представлена материальная культура белорусского народа конца 19-го, середины 20 века. Наш музей насчитывает порядка 400 экспонатов. Самыми главными нашими экспонатами являются печь, червонный кут, театр Батлейка, также кровать. Но для тех, кто увлекается медиа и хотел бы связать свою жизнь со сценой и камерой, в школе еще со времен СССР функционирует свой телецентр. Школьный телецентр организовался в 1981 году. И с этих лет мы, во-первых, пишем историю школы. Это и видеозаписи, и фото. Создаем свои телепередачи. Современное оснащение нашего телецентра позволяет делать монтаж, съемку. 2 видеокамеры в школе есть. Вот. Трансляция по сети, по школе. Завершить экскурсию можно в актовом зале, стену которого украшают 3 круглых окна внушительных размеров. Таких, признаются учителя, нет ни в одном учебном заведении. Раньше здесь были оригинальные витражи, а теперь можно полюбоваться видом на Старый Минск.